Около 3 часов участники круглого стола «Демографическая безопасность Абхазии. Вызовы и ответы» обсуждали актуальные проблемы и способы их решения с научной и политической точки зрения. С основным докладом выступила кандидат экономических наук Амрат Сужба. Она на основе аналитического доклада Центра социально-экономических исследований рассказала о состоянии экономики и демографии Абхазии с 2017 по 2021 год. Численность родившихся в 2021 году меньше на 601 человека, чем в 2017 году. Количество умерших возросло за этот период на 523 человека. Число браков за этот же период сократилось на 255 единиц, а разводов, наоборот, увеличилось на 23 единицы. С 2011 по 2021 год численность наличного населения нашей республики увеличилась всего на 3531 человека. При этом доля абхазов в структуре населения составляет чуть более половины, 51%. По данным, которые озвучила Амрат Сужба, прирост абхазского населения за 2017-2021 годы более чем в 2 раза меньше, чем не в самый благополучный для этноса позднесоветский период. Если посмотреть, то численность абхазов за 10 лет увеличилась на 3259 человек. Между тем, если сравнивать изменения, происходящие за 10 лет в период с 79 по 89 год, то прирост абхазов составил за этот период 10 тысяч человек. С такой статистикой не совсем согласна научный сотрудник Абиги Астан Дахажба. По ее словам, тенденция к росту смертности и снижению рождаемости справедлива. Но опираться на цифры госстатистики нельзя, так как многие женщины для рождения ребенка выезжают за пределы республики и регистрируют детей там. А многих умерших людей вообще не фиксируют в ЗАГСе в Абхазии. Да, смертность, например, эти цифры тоже наши цифры неточные. В основном другие этносы, которые проживают на территории Абхазии, они фиксируют свидетельства о смерти своих родственников. К сожалению, наше коренное население Абхазии, скажем, из 100%, может быть, фиксирует 50% о смертности. Остальные люди не фиксируют смертность. И поэтому на Фейсбуке страничку Афяджихара, потому что это неофициальные цифры. Мы ссылаемся на официальную статистику. Хотим мы того или нет. Все эти данные необходимы для принятия стратегических решений властью в процессе развития республики. Но, как говорят ученые, нынешнее руководство страны, как и все их предшественники, игнорируют научные данные и не руководствуются ими в своей политике. Похоже, что скептическое отношение руководства страны к науке, изучающей процессы социально-экономической жизни постсоветской Абхазии, по-прежнему продолжается. Между тем, не опираясь на данные науки, вряд ли возможно определить цель развития общества на долгосрочную перспективу. Овладеть новыми технологиями, технологическими инструментариями управления страной и эффективно влиять на происходящие в нашей жизни деструктивные процессы и прогнозировать возможные сценарии развития их. Азаур Шалаша, директор Института экономики и права Академии наук Абхазии, возмущен тем, что научные сотрудники перебиваются мизерными зарплатами, оставаясь без серьезной работы, тогда как власти заказывают необходимые им исследования за пределами республики. Лучше нас эксплуатировать, нас заставлять и отчеты от нас брать, а не просто платить большие деньги на разного рода сомнительные проекты. Я уже не случайно это назвал, которые заказывают наши власти в разных других институтах. Я не хочу обвинять никого, но я прекрасно знаю, о чем говорю. Вот в ССИ у нас лежал многотомник, так называемый гипроект, который якобы построили территориальное планирование. Слушайте, я специалист по планированию, по экономике, я знаю, что это такое. Но меня никто не спрашивает, никому не интересно. А нужно заказать в Сочинском центре точно такой же проект. Название Абхазию поменяли на Крым. Они опубликовали с радостью. И вот мы должны постоянно вот так не доверять своим, а чужое. Ну,
Какие-то подозрения у меня есть, почему это делается, но это лучше остается за скобкой. Пусть... Одним из важных аспектов разрешения демографического кризиса является репатриация. С начала 20 века руководство Абхазии и общественные деятели стремились вернуть на родину махаджиров и их потомков, но всякий раз сталкивались с препятствиями. Историк Джамбул Инчге, избегая выводов и суждений, описал факты. Он рассказал о работе Центрального комитета по делам абхазов-махаджиров, в который входил и Дмитрий Гуля. Рассказал о том, как Нестор Лакоба активно занимался вопросом возвращения абхазов из эмиграции. В 1936 году Нестор Лакоба был отравлен в Тифлисе, как известно. Интерес вызывают следующие обстоятельства. Наверное, не случайно мать верного сына Нестора Лакоба, Шахусна Джергеня, как неоднократно вспоминала Зинаида Васильевна Лакоба, прощаясь с сыном, в траурном плаче говорила ему следующие слова. «Сычкун, ван, ала тыхван, амшин ныртфику, ваштру, псырку, цама, ван». С тех пор прошел почти век, а процесс репатриации находится на практически том же уровне. Как говорят ученые, историки и социологи, ускорение репатриации в Абхазии связано больше с глобальными процессами. Черкесы и абхазы вынуждены возвращаться на историческую родину не всегда по доброй воле, и не всегда их принимают тут как братьев и сестер. Многие люди, с которыми я общалась, неоднократно говорили мне, в Сирии нас называли черкесами, а здесь нас называют сирийцами. Идея того, что репатрианты другие, что им трудится измениться, чтобы соответствовать остальному обществу, является большим шоком для сирийских черкесов и абхазов в Абхазии, потому что они ожидали вернуться и встретить своих этнических родственников. Второй, мы должны помнить, что возвращение репатриантов сирийских черкесов и абхазов связано с военными конфликтами. Бедственное положение сирийских черкесов и абхазов является частью бедственного положения среди сирийцев по всему миру в настоящее время. Если бы не война в Сирии, 99% сирийцев, которые здесь находятся, не были бы здесь, говорили мне некоторые друзья из репатриантов. Ажаде Джемре рассказала о формальных трудностях, с которыми сталкиваются репатрианты при оформлении документов. Если кто-то имеет смешанную семью с адыгами или другими северокавказскими, получать документацию трудно, и это ставит под сомнение принадлежность всей семьи. Другая проблема с документами – это регистрация, у которой нет собственного дома. Они не принимают участие в местной политике. На выборы не может сидеть, если регистрации нету. До вот этого времени была репатриация, сделала временной регистрации, сейчас нету. И ответ нету, как можно получить это, если у вас нету деньги, покупать свой дом. По словам Валерия Кварчи, общественного и государственного деятеля, проблема демографии лежит еще глубже, нежели поднимается на различных площадках. Мы вопросы абхазского языка на русском языке обсуждаем. Вопрос демографии, роста абхазов на русском языке обсуждаем, рассуждаем и так далее. Это тоже говорит о чем-то. Говорит о том, что у нас самосознание очень на низком уровне. Как говорит экс-депутат Народного собрания Алхаз Джинджоли, для решения демографической проблемы прежде всего не хватает политической воли. По его словам, тенденции показывают, что абхазов может стать меньше 51% населения, как это есть сейчас, и тогда произойдут еще и юридические изменения в отношении статуса Абхазии. Так считает политик. Хорошо понятно, как нас будет меньше половины, наступят юридические последствия. Это, видимо, приведет к устранению нашей государственности в настоящем виде. Никого не волнует наша количественная составляющая абхазцев, кроме нас самих. Может быть, даже большинство, может не большинство, но многих интересует наше сокращение, ассимиляция, слишком хороша наша зона обитания, так скажем. Прекрасная, комфортная земля с таким проблемным народом, который никак не вырвется, ни туда не исчезнет, не мигрирует, ничего с нами не случается. С Джинджоли согласен его коллега, экс-депутат Леонид Чамагуа. По его словам, спасение абхазского этноса – дело рук абхазского этноса.
Мое исследование, возможно, я ошибаюсь, но не сильно, да, 100, 150, 200 квартир ежегодно мы можем сами строить и сдавать. Не надо никого ждать. Вся наша проблема, вот здесь кто-то правильно подметил, да, Заур, по-моему, вы. Как только началось это софинансирование, наши власти начали почивать на лаврах самоуспокоения. Поверьте мне, никто наши проблемы за нас с вами решать не будет. И не надо ждать из года в год улучшения экономической ситуации. Она сама по себе или улучшится, или ухудшится, независимо от наших действий. Есть внешнеполитическая конъюнктура. Сегодня, кстати, экономическая ситуация в Абхазии как никогда позволяет решать многие вопросы. Переходить от слов к делу, не забывая, что вначале было слово, доверять своим ученым и принимать во внимание их изыскания, решать актуальные задачи, не дожидаясь благоприятных условий, и опираться на многомиллионную абхазскую диаспору за пределами республики. К таким основным выводам пришли участники круглого стола. Демографическая безопасность Абхазии. Вызовы и ответы. Марьяна Котова, Ирен Смыр, Торник Амичба, Абаза ТВ.